Здравствуйте, мои хорошие подписчики и гости моего канала Яблоко, Ольга Таро. И я с вами, Ольга Николаевна, кто не знает, меня так зовут. Сейчас проведу с вами расклад об одиночестве. Я специально уже нашла из колоды эту карту. Здесь написано «Одиночка», это старший аркан у нас, который символизирует как раз одиночество у нас. Вот. И восстановление сил своего рода. Давайте посмотрим про одиночество. Тема довольно-то философская, обширная, можно так сказать, и интересная. Попробуем ее разглядеть инструментами карта Таро. Высшие силы нам говорят, что да, такое, как говорится, явление, оно действительно, можно сказать, и довольно-таки распространенное, и в то же время оно, знаете, своего рода и как магическое, что ли. Ну, можно сказать, вот одиночество, да, своего рода оно характеризует самодостаточность, необычные случайности какие-то бывают, или способности даже в этом случае. Ну, как-то, знаете, человек развивается, смотрит, во всем находит какое-то достоинство какие-то, старается уравновесить свои страсти и желания. То есть человек понимает и развивает свою душу, понимаете, благоразумно подходит к своей душе, сознательно, потому что, ну, как говорится, у него есть время о себе подумать, и он даже, как говорится, у него не только время, у него и развиваются способности бороться со своими трудностями. Да, мои хорошие, это, конечно, земное получается такое, м, в плане, ну, события или не события, в общем-то, ситуация человека, на котором, в общем-то, как фундамент у него стоит человек, строит свою жизнь. Ну, так получилось. Был с кем-то, может быть, или вообще ни с кем не сходился человек. Ну, остался вот одним, и как бы живет и приспособился, достигает какие-то свои цели и в материальной сфере. Вот, кстати, здесь неплохо, кстати, добивается. Старается четко строить. Да, мои хорошие. Ну что, здесь и земное, здесь и, в общем-то, и сам по себе человек, в одиночестве всегда честен самим перед собой. Он уже не строит иллюзий, каких-либо там нереальностей, фантазий. Он трезво оценивает ситуацию. То есть ему свойственна здесь и уверенность, и искренние чувства. Он понимает все, что, как говорится, с ним происходит. Он это уже осмысливает в том аспекте, в каком он на самом деле и существует. Ну да, есть у него возможности выбирать, как и у всех, в принципе, по воле разума уже здесь он выбирает, потому что здесь одиночество, здесь логический разум действует. Ну, конечно, все бывает, как и у всех людей, и грусть, и гнев, и ярость, все бывает. У одиноких людей это все бывает. Так, еще раз смотрим. Ну, естественно, и гармония, и покой тоже это свойственно одиночкам. Потому что, ну, человек никого, как говорится, не беспокоит, и его, естественно, никто не беспокоит. Здесь, в общем-то, решение своей проблемы он, как говорится, решает потихонечку. И причем, знаете, все препятствия, какие вот у него и происходят, он уже не кого-то винит, ну, сам он, сам себе эти препятствия устраивает. И кого винить? Какие внешние факторы, если человек самостоятельно себя, в общем-то, в основном винит? Ну да, можно, как говорится, двигаться, если захочет, но он
принял решение, философски размыслил, поэтому сам с собой борется. Поэтому как-то, знаете, одиночка — это, ну да, здесь трудности. Трудности в плане общения, мои хорошие. В плане общения и понимания себя более таким, знаете, уравновешенным, таким, ну, знаете, харизматичным и надежным. Понимаете, здесь есть именно символ силы, веры и надежности. Ну и также непреклонности, потому что одиночество такая штука очень сильная. Она, знаете, как зараза привязывается, и очень трудно отцепиться от нее. Да, мои хорошие, это факт. Это факт. Какой совет дадите этому одиночке? Можно узнать высшие силы. Можно узнать 3 картами, пожалуйста. О, на советы высшие силы, как говорится, не, не пожадничали. Они вытащили нам такие карты, как старший аркан влюбленные, звезда и королеву. Королева, между прочим, кубковая. То есть именно влюбляйтесь. Совет идет. Влюбляйтесь, мои хорошие. Будьте, как говорится, всегда на таком вот этапе своей жизни, как бы, знаете, принимайте решения, наполненные любовью к себе, конечно. К себе в первую очередь. Как ни странно, совет такой от высших сил. К себе в первую очередь. Не забывайте о себе, мои хорошие. Здесь это очень важно, когда человек одинок, его, как говорится, ему кажется, могут все обидеть. Поэтому в первую очередь любите себя, так и здесь и говорят. А еще больше, как говорится, думайте о реальностях. Как можно мечты воплотить в реальность, если они существуют, они существуют у каждого человека, то нужно развивать свои творческие силы и искать вдохновение, ну, в каждом моменте, можно так сказать. А королева кубков, она вообще такая, как сказать, ну, нежная, туманная такая вся какая-то. Она относится в целом к жизни конкретно, но и в то же время она не знает свое будущее. Поэтому и советуют карты, высшие силы, вернее, картами, любите больше всего себя. И тогда у вас будут исполнения ваших желаний, будут, мои хорошие, не сразу, не все, как говорится, но при конкретной какой-то ситуации, если вы ее рассмотрите, то она действительно, ну и как бы, знаете, все равно движение-то будет, хоть и перспектив мало, но движение будет, если вы будете в первую очередь в этих отношениях любить себя, мои хорошие. Да, вот так, мои хорошие. Что еще? Самая итоговая карта. Самая итоговая карта у нас вышла под стихией ветра. Ну, это мечевая такая. Девяточка мечей или стихия ветра. Они, как говорится, нам символизируют о том, что трудно, очень трудно проходить через это все. И здесь как бы самобичевание, что ли, происходит. Человек сам себя бичует, тоскует, подавляет сам себя, естественно, потому что быть одиноким и еще оставаться дальше одиноким довольно-таки страшно, можно так сказать. Но с одиночеством бороться вот они предлагают именно таким путем. Через любовь к себе, потом исполнение своих желаний и, ну, надеяться на свое, как говорится, благоразумие. Благоразумие и эмпатичность к отношениям. Да, мои хорошие. Ну вот дополнительно еще 2 карты я вытащила, которые нам символизируют, что лисичка вон вышла, она, как сказать, дух огня, и она символизирует нам прекрасные свои началы чего-то нового.
То есть в лучшую сторону ваша ситуация будет развиваться, мои хорошие. Здесь намеки полные. Здесь просто нужно вам набраться терпения и, как сказать, по всем этим старшим арканам влюбленности и прочее, добиться своего рода, можно сказать, работы над этой ситуацией. То есть не пускать это на самотек, а работать. Работать, и тогда будет положительный результат. Понимаете? А если нет работы, то и какой может быть положительный результат? Здесь об этом говорится. Ну вот так, мои хорошие. Давайте двигайтесь, мои прекрасные. На дне у нас вожак. Третий аркан, император считается у нас по всем другим колодам. А здесь просто для получения власти и, как сказать, умение быть с кем-то в паре, нужно обуздать прежде всего себя. То есть управлять кем-то нужно быть самим дисциплинированным человеком. Вот так об этом говорит карта вожак. На этом я заканчиваю свой прекрасный вот такой маленький раскладик. Кому понравился, ставьте пальчики вверх, колокольчики темные, и вам будут приходить уведомления. Делитесь моими раскладами. Смотрите мои расклады от начала до конца. Это продвигает в Ютубе мой канал, за что я вам буду очень благодарна. Я и так вам благодарна. Целую, обнимаю. Сегодня же день обнимашек. Пока-пока.